Так, ну как видно меня, слышно меня? Как сейчас? Видно, слышно, видно, слышно. Видно хорошо, видно, слышно. Ну все. Бросили все силы, называется. Так, подождем, пока соберутся. Ассаламу алейкум, как думаешь, стоит ли доверять словам Закаеву? Если да, то почему пока он для меня как Рамзи, как Путанка? Американский ФБИ говорит. Ва алейкум салам, американский ФБИ. Ну, у тебя что-то очень странное представление. Ты как будто не с этой планеты. Как можно сравнивать с человеком, который устроил геноцид твоему народу, матерому террориста Путиным, и человек, который перешел на его сторону Кадыровым Ахмеда Закаева? Ты понимаешь, что если этот человек просто, как сейчас уже его в Европе признают, он поднял это знамя Ичкерии, которое было оставлено Докой Умаровым, он просто поехал домой, он бы безбедно жил бы, ему хорошо бы заплатили бы за это, я тебе уверяю. Десятки миллионов долларов, это как минимум ему за это дали бы. И человек не собирается ничего делать. Ты такие вещи говоришь, как будто... Да, горше бюрбу, горше бюрбу. Это такая КГБшная тактика была. Это такие и такие. Ахмед Закаев наш единственный легитимный лидер, который, соблюдя преемственность, поднял наш знамя Ичкерии и несет его. Он и не один он. У него есть товарищи, его соратники. Салам алейкум, ва алейкум салам. Ингуш войнах, Ахмед Закаев онах, нисбах, Аллах. Туамбинау, политику, тоушу, хайкалдоушу. Все в нем есть. Так, Джахар Муртаз, сейчас у меня хорошо показывает. Джеймс Джексон. Ассаламу алейкум, Асан. Так, я из Украины. Доброго вечера, Аслан. Назар. Добрый вечер, Назар. Добрый вечер, Украина. Так, господа, если оборвется, давайте еще раз тогда сделаем. Сейчас пока вроде бы есть. Им надо сейчас, наверное, технику перенастраивать. Я так понимаю, по новой начать атаковать. Посмотрим. Ну, посмотрим, короче говоря. Но это хороший признак, я вам скажу. Это хороший признак, что обрывается, значит, мы делаем все правильно. Значит, мы вот самое жало их, и самое сердце их существует. На Кавказе будет грязь и убраться с Кавказа. Не только со всего Кавказа. Но это должно быть соблюдено, юридически все должно быть правильно сделано. А Ичкерия, она оккупирована и юридически. Да, Джар Муртазов, значит, бьем куда надо. Так, Грузия. Привет, Аслам. Правильно делаете, просвещайте новое поколение. Привет, Грузия. Будем. Инженер-конструктор, только вперед. Да, Алмула. Джеймс Джексон, если ты ведешь блогерскую жизнь с опытом, говори ради Аллаха больше о братстве чеченцев и ингушей. Ва алейкум салам. Да, Алмула. Вы вежли духом. И никто не может чеченцев и ингушей разделить. Никто. Вы вежли душу. Да, Алмула. Хираду. Честно, Аслан, ты не можешь ответить на свой вопрос. Как же ведет деятельность руководства Ичкерии? Стихийно или по конкретно выверенным действиям? Честно,
есть Хусейн, у него Facebook есть, но он депутат, он не является, депутат последнего созыва, он не является правительством, да, он не занимает никакую должность. Есть другие люди. У них спроси, я не знаю, я не вхожу в правительство и не собираюсь ходить. Мне это не надо. Я свободный человек, я свободный художник, как говорится. Я независимый журналист. Я буду приглашать людей, брать у них интервью, рассказывать вам свое видение, там, заниматься какой-то там анализом, аналитикой, вопросами. И все. Слава Богу. И правозащитой, соответственно, да, но я уже не успеваю ничем заниматься, да и не имею ресурсов здесь, в Германии, заниматься, не зная языка, и не имею финансов, чтобы нанимать адвокатов там и так далее. Только смешно. Аслан, Хусейна пригласи на стрим, приятно его слушать. Обязательно приглашу. Интервата, снова здравствуйте. Интервата, приветствую. Лагает, говорит, опять виснет. Так. Виктор, привет с Ростова-на-Дону. Привет, Виктор, привет, Ростов. Ингуш, война, Аслан, рейсу, массайна, хуйлуан, Ингуш. Шуху Балбу, Аслан, вежери дала Абадию поддерживает худа вацер. Цавацер Абадию, одни мадица, цава Абадию поддерживает цава. Бауз элла цава. Вай деклар ловай, да, цатернах мадуй вай. Üç vay üçdu. Vay dik da ol tera dik ha ol из üç да из дадах ди шумду. Так, поздоровался уже с интерватой. Так. Сергей Некрасов, как живешь в Германии и не знаешь языка? Вот так, как живу совсем недавно, и практически у меня не хватает времени, хотя я минимальный уровень экзамена сдал, но это очень слабо, да, чтобы писать документы и представлять людей в суде, я не имею такой возможности. Гладиатор 001. Аслан, знаешь, что меня больше всего интересует и удивляюсь? Россия вроде самая богатая страна по природным ресурсам, чем в Европе, а людям устраивает кризис и взятки, а в Европе, не имея ничего, и то справится, да? Так. عدتيش نوع غلغة وينوق عدك ما ديتيش عطايش وي Путин видишь, это же интереснее. Да, лалаки, ог. Сенатор Сергей Некрасов. Аслан, ты давно в Европу уехал? Я 3 года. Почти уже 4 года. 4 года почти. Шеше, Аслан, помню взрыв на Каширке, так как живу рядом. В 5 утра мы все вскочили от взрывной волны. У нас, кстати, в этом доме жила знакомая русская женщина с Грозного, тоже беженка. Да, было такое. Она погибла в этом доме, это очень удивительный случай. От предписано не убежишь, как говорится. Да? От русских бомб в Джахаре она спаслась, и от русской бомбы в Москве она не спаслась. Русская женщина. 9988. Мага, Аслан, ты говорил, что Ичкерия уже существует в Европе, и предвидитель это Закаев. Как это я пойму? Разве другая страна позволяет это на своей территории? Ну, да, это такой давно распространенный, известный такой факт, что да, правительство в экзиле может существовать где угодно. Главное, чтобы было правительство. Мы с тобой вместе одинаково уехали, говорит сенатора из империи зла. Да, и я доволен. Аслан, давай стрим с Адамом Асмаевым. Роберт Муту, я обязательно сделаю с ним, надо его спросить об этом сперва. Кашур Чечен, Аслан Хакотур, ву.
Ну, родился, вырос в Джахаре, ну, в Грозном тогда еще, на который ты не жил. Джеймс Джексон. Аслан, почему ты Кадырова защищаешь, говорит. Джеймс Джексон, ты посмотри мои ролики, и, наверное, у тебя отпадет такой неуместный вопрос. Назар, я Западной Украины. Всем салам сперва говорит. Марк, привет, салам, Марк. Назар, я Западной Украины. Помню еще ребенком, что наши отцы говорили, что сволочи входят в Чечню. Я 85-го года. Да, было дело. Спринтер ТВ. Аслан, если Ичкерия будет свободной, установят ли там шариат? Что ты вкладываешь под словом шариат? У нас есть конституция, мы будем жить в соответствии с нашей конституцией, с нашими законами. Что ты подразумеваешь под этим? Она не противоречит исламу. Очень хорошая, очень хорошая у нас конституция. Просто супер у нас конституция. Так, что случилось? Был стрим на одном канале, а потом появился на другом. Да, вот нас атаковали. Инженер-конструктор, все ставим лайки, тогда зависать не будет. Будет. Я видел, они у Полтавы вот это делали. У Андрея Полтавы, они вот его так атаковали. Рамазан Магомедов. Шариат это и есть свободная демократия для мусульман. Да, все защитники, поборники шариата, больших бород почему-то сюда приезжают. Значит, здесь комфортно. А у нас будет еще лучше. Лучше вообще, лучше, чем во всем мире у нас будет. Но вообще антиприкол. Аслан, есть идея на каждый эфир по цитате наших воинов и генералов Черии. Окарнуэн Мот Амбичул. Да, он говорит, было бы лучше, было бы лучше, если бы цитаты приводили бы. Это очень хорошая идея, поэтому я антиприкол. Знаешь, как говорят, предлагаешь, действуй, скидывай. Сейчас можешь прям скидывать какую-нибудь цитату, я ее обязательно озвучу и передадим. Так, я, кстати, тоже лайк не поставил на своем телефоне. О, мы потихонечку возвращаемся, видите? Когда связь нормальная, уже нормально, ну, народу смотрит. Так, Адам, ассаламу алейкум ва из польской тюрьмы основал. Алейкум салам, Адамов. Да, если бы мы были бы гражданским обществом, Адамов, ты бы не сидел бы в тюрьме. Наши на границе в Польше не сидели бы. Просили бы поляков, которые как фашисты поступают иногда, просто выкидывают обратно людей, которые реально угрожают угроза жизни, угроза безопасности, выкидывают обратно за 1200 евро, пропускают людей, прям коррупция. Если бы мы были бы гражданским обществом, отсюда, из Европы, из Германии, из Франции, не выкидывали бы чеченцев, которые дома потом ловят, вешают, незаконно обвиняют. Если мы были в гражданским обществом. Дал эту боль, дал эзербаля, волило Адам. Мне вот, я не могу понять, как можно приехать сюда и молчать сидеть. Как вы можете? Лунный свет. Приветствую Аслана и всех свободных людей. Салам с Донбасса.
Салам, Донбасс, приветствую, лунный свет. Так, я опять перемотаю. Так, счастливое время. Цитата наших воинов, полководцев Байсангура Биноевского. Мы окружены, значит, им не уйти от нас. Так. Владислав Самир. Учиться построению независимости нужно у афганских талибов. ЧРИ изначально провальный проект. Мертворожденный, можно сказать. Да, Владислав. Я думаю, вот именно вам надо заняться этим вопросом. Юнус, Асан, это я твой брат, Кира Яката. Так, приветствую. Ассаламу алейкум, Кира Яката. Так, ва алейкум салам. Сергей Климов, как с тобой связаться? Под описанием, под каждым видео есть контакты, где как можно со мной связаться. Тракторист, салам алейкум, Асан. Да здравствует Ичкерия. Аслан, вопрос. Возможно ли вступление в Грузию в НАТО в ближайшее время и сблизит ли это развал России? Это безопасность Грузии обеспечит в первую очередь. Развал России, ну, я не знаю, развал приблизит это или нет. Не могу сказать. А то, что Грузия может войти, да, вполне возможно. Хоть у нее есть спорные вопросы, но Россия как бы манипулирует этим моментом, да. То же самое, например, в Украине отжали территории, чтобы Украина не могла войти в НАТО. Но я думаю, юристы тут на Западе найдут выход из этой ситуации. И это будет просто зря. Аслан, какое отношение к тебе, к Рубате, твое мнение? Ну, Рубате, женщина, которая заслуженный человек, которая прошла войну, в отличие от многих, награждена, да, ну и все, мнение не такое. До сих пор не уехала домой, не предатель. Просто она ведет себя как мужчина с некоторыми мужчинами, которые, наверное, не заслуживают, да, называться таковыми. Эй. Мираксель, добрый вечер. Как вы относитесь к религии? Я думаю, что ислам не очень дает мусульманским странам прогрессировать. Извините за мой русский язык, я не русский, заранее спасибо. Добрый вечер. Нет, я отношусь положительно ко всем религиям. Ислам – это моя религия, я верующий человек, и, конечно же, дело не в религии, а в некоторых людях, которые ее в угоду себе трактуют. Поэтому вы не правы. Ночь антиприкол задонатил, да, Садуэль. Ночь антиприкол. Нехватки пищи в самой природе не заложено. Нехватка духа, вот это вот дефицит. Джахар Дудаев. Можно будет, кстати, это вырезать. Надо это с интонацией прочитать, да? И без очков. Нехватка пищи в самой природе не заложена. Нехватка духа, вот это вот дефицит. Джахар Дудаев. Между прочим, он там сказал, заложено в этой земле, он говорил. Про Чечню он имел в виду. Так можно понять, что вообще не заложено. Есть места, где пищи не хватает, еды не хватает.
Ашур Чечен. Аслан, когда Чеченская республика станет независимой, как ты думаешь, нам, чеченцам, надо проложить дорогу в восток или запад? Нам надо и на восток, и на запад, и на юг, и на север проложить. Роберт Мута. Аслан, как думаешь, Иран союзник Российской Федерации? И как Иран вел себя во время двух войн в Ичкерии? Ну, я думаю, он союзник такой, они оба, два сапога пара. Ну, не знаю, как они вели, ничего, поддержки особой никакой, в принципе, не слышал. Так, я попрошу здесь рубать, а не обсуждать, господа. Тот, кто будет обсуждать, рубать и там в нелестной форме они вызываться, того можно банить, модератор. Аслан, как ты относишься к Ходорковскому? У меня есть видео по поводу этого. Посмотрите. Как к фашисту я к нему отношусь. Имперцу и фашисту. Да, весь Кавказ, наверное, да, ты имеешь в виду сенатора? Да, Джохар Дудаев имел в виду, ну, природу Кавказа. Карл Горвальд. Был план у России ядерных бомбардировок горных районов Дагестана и подрыва Черкесской ГЭС и затопления равнинных территорий. Есть ролик в Ютубе, где Джохар показывает карты, документы русских. Да, я тоже это слышал. Конечно, они способны на все. Ничего святого, человечного, ни по отношению к нам, ни по отношению к своим гражданам. У них нет. И вся история это показывает. Руководство и вот это ГБ, оно на все угодно способно. Так, я опять перемотаю. Тракторист. Аслан, вопрос. Не окажи чеченцы столь жесткое сопротивление России, не думаешь ли ты, что Россия и Украина давно были бы в составе России? Да, конечно, я абсолютно в этом убежден. Но я не знаю, вошли бы они в состав или нет, и насколько было бы. Но шансов у них выстоять было намного меньше, потому что они успели подготовиться и так далее. Конечно же, шансов выстоять у них было намного бы меньше. И потери были бы, и сейчас они были бы, да, были бы в составе России. Да, если бы мы не оказали столь ожесточенное сопротивление. Так что наш вклад в свободу, независимость и как Грузии, так и Украины тоже имеется. Карл Говард. Самый лучший пример для чеченцев и Ичкерии — это современная история восстановления государства Руанда и их президент Поль Кагаме. Ну, Карл, вы имеете в виду, наверное, геноцид и осуждение его, признание таковым, да, в Международном уголовном суде Гааги. Да, я согласен, там реально был, конечно, дефицит. И, конечно же, мы должны пойти таким же путем. Лунный свет. Аслан, почему русские кичатся своей лживостью и подлостью, возводя это в ранг престижа? Ведь у человека должно быть достоинство и честь. Человек, не уважающий себя, не уважает никого.
Да, я не знаю. Вот так построена эта империя, что обмануть, обхитрить, да, это считается доблестью. Так, честно, Эйб. Аслан, как ты думаешь, если, к примеру, кого-то из бригады генералов, к примеру, Басаева, пропускали российские военные на лечение, это подкуп Басаева, или же это, ну, я не знаю, о ком ты сейчас говоришь, но если речь о Басаеве, то, конечно же, Басаев не или же. Басаев, как бы кто ни пытался, да, некоторые люди пытаются, которые даже наши друзья, например, в Грузии, пытаются его там как-то опорочить там и его имя принизить. Так вот, не пытайтесь, не надо. Это не тот случай, где мы можем вам уступить, кому бы то ни было, даже своим близким друзьям. То, что было в Грузии, в Абхазии, это мы никто это не приветствует, но это был молодой человек против КГБшника Шеварднадзе, а не против грузинского народа. Нашего героя оставьте. У него были ошибки, у него были правильные поступки, но это наш герой, которого никто не сможет никогда опорочить. Эдуард Мамедов, салам, что вы думаете о Коломойском? Салам, Эдуард, я не знаю о Коломойском. Ну, э, олигарх. А олигархи, ну, честно, на постсоветском пространстве олигархом, мне кажется, никто не стал. Сансал, Аслан, что ты думаешь о великих чеченских ученых, сотрудничающих с российской властью, Дадашев, Ибрагимов и прочие? Должны ли они культивироваться для поднятия образованности? Все-таки это не кадыровцы. Мне кажется, ну, конечно, образование нам нужно, если у нас другого нет. Что-то нужно. Я с некоторыми тезисами Ибрагимова в корне не согласен, но не знаю, сложный вопрос. Конечно, учиться надо, и в том числе и у русских брать надо, и лучше, конечно, брать у европейских, если ты говоришь на других языках, но даже на русском языке, конечно, надо учиться. И не возводить этого человека. Если он что-то полезное говорит, то, конечно, это надо извлекать. Аслан, тракторист. Аслан, почему Закаев так уверен, что Ичкерия скоро станет свободной? Он располагает какой-то конфиденциальной инфой? И веришь ли ты в предсказание Аулия, что Чечня попадет под юрисдикцию Англии? Ну, я думаю, Ахмед располагает какой-то информацией. Я уверен, что он располагает какой-то большей информацией, да. И в разговорах с ним я это тоже ощущаю, когда общаюсь, так как некоторые вещи для меня новые, которые он мне говорит, да. Под юрисдикцию Англии мы не попадем, потому что у нас только ичкерийская юрисдикция будет. А то, что мы будем союзниками Англии, я не знаю, но Соединенных Штатов Америки с удовольствием, конечно, было бы очень хорошо, если бы Америка взяла бы нас под защиту, как она взяла Израиль, допустим. Я был бы не против, чтобы мы 50 лет спокойно пожили, построили нормальное государство, укрепили это государство. Мы даже, ну, короче говоря, к этому придем, да, Алмула. Ну, конечно, у нас будут противники, которые обзовут меня плохим и так далее. Но я говорю то, что я считаю, и к чему я буду прилагать усилия. Не во вред чеченскому народу, ни в коем случае. Только ради пользы, так как я это вижу.
Степной волк. Аслан, может ли Конгресс США помочь вернуть ЧРИ? Конечно, но понимаете, мы должны это попросить, мы должны это как-то, какие-то условия, этим людям же тоже надо, да, это же, мы же не хотим быть там 52-м штатом Америки и стать там колонией Америки, я этого лично не хочу. Но для того, чтобы, если мы не становимся колонией, да, мы должны что-то у них, что-то, если просим, надо что-то дать. Надо что как-то организоваться, надо как-то собраться, надо как-то предложить, да, вот мы вам разрешим там качать нефть, дайте нам безопасность. И они всегда соблюдают свой договор, в отличие от России, всегда. И нам как-то надо что-то делать. А если мы, да нет, Америка нам не поможет. Кто такая Америка? Америка это же не один человек, один дядька. Там администрации меняются, люди стареют, умирают. Новые приходят, новые взгляды, новые происходят вещи в мире, которые меняют вообще ровно наоборот. Ровно все по-другому сейчас. Вы просто этого еще до конца не осознали. Понимаете, когда начиналась война, Путин пришел к власти, и Путин помогал всячески в Ираке, в Афганистане вести там свои какие-то геополитические дела Америки. И нам, вот так сложилось, что нас отдали на откуп, да, да, делай, что хочешь, быстро решил вопрос. Этот решил по КГБшному, кроваво, как и ожидалось, как он умеет. Вот он так решил этот вопрос. А у нас возникает дальше следующая ситуация. Жизнь-то не закончилась, да, мы же дальше продолжаем. Государство, что оно же не получилось, нет, плюнул, да, не получается. Нет, и оно есть. Мы потратили огромные усилия, у нас огромное количество погибших, огромные труды и ресурсы задействованы на это. И сейчас сказать, что этого нет. И ситуация в корне изменилась. Вы просто поймите, раньше нам нужно было удерживать государство против огромной России, удерживать малыми силами, численно, вооружением, финансово, не имея никакого материального обеспечения, поддержки. Полностью в блокаде, не имея только с Грузией, которая такая же маленькая страна и тоже боялась испортить отношения с Россией. Нам нужно было воевать против России. Теперь вот этот психологический вот этот момент, когда нам нужно было удерживать страну и что мы сражаемся, приятно это или нет, мы его пересекли. Нет нам уже необходимости нет удерживать, потому что мы не смогли удержать. Это факт. Но на этом же жизнь не заканчивается. Юридический факт на существование нашего государства, он есть. Даже если этот мир перевернется, он есть. Как есть Россия, как есть Украина. И никуда это не деться. И теперь у нас ситуация. Самая сильная страна в мире очень сильно обозлена и очень сильно рассержена. И наложила санкции, которые не снимет никогда, пока не уйдет вот этот плещавый подонок. Над нами совершили геноцид. Огромную работу провел Саид Амин Ибрагимов. Подали в Международный уголовный суд в Гааге. Только благодаря евреи свое государство построили не войной. Евреи построили государство юридическими действиями. Юридическими, политическими, дипломатическими, финансовыми где-то действиями. Второе. Третье, мы здесь в Европе знаем все языки. Вы понимаете, какой это потенциал? Как мы можем сидеть и говорить, мы ничего не можем? Как не можем? Мы все можем, понимаете? Мы все можем. Наше государство есть. И неважно, через 5 лет проснутся чеченцы или через 10 лет, мы все равно придем к этому. Понимаете? Вот какая у нас ситуация. Все изменилось в корне. Все. Россия каждый день ухудшаться будет. Нам надо каждый день усиливаться. Просить Америку, стучать пальцем в дверь разных кабинетов ходить. Один в одну сторону, один в другую сторону. Во все стороны. Почему мы во все парламенты мы не оккупируем эти Европарламенты, ООН, разные другие международные организации? Не пускают, иди отсюда, говорят. Нет,
У нас граждане в этих европейских странах, в каждой стране у нас тысячи граждан, понимаете? Тысячи граждан этих стран, которые имеют такие же права. Мы можем в Америке в суд подавать на них, мы можем здесь, в Америке есть наши граждане. Я не понимаю, чего мы ждем. Надо сейчас взять автомат, пойти там, взорваться. Кадыров сам просит, приезжай, взрывайся, нападай. Аш Кадыров. Это им надо. Так что вот такие вот, господа, дела. У нас огромный потенциал. Мы просто сидим на золотом сундуке и ничего не делаем. А нас в Польше не пускают. Нам иаду шунойны. Кихума дается Польша, вот чуть забыть был, на войн иаду. Куза, туамбин уи связаны, уи террорист, уи ольце кулли. Цабех бочул, да, может быть, для нас доцу, можли лёцу. Бусал динлил доцу, взгляд шахрюцин цацеш, но взгляд стануманти ви анмауи лук шхилмавати и веща. Ар дунит туамба эрвалга шхилмавати. Цути дали нахар, цунах цaqi терис. Санумна вашвинатун, давинатун, игвина қихилла, сахум дукцун. Исак хиту виз. Исак давалит еще, мы не можем дать выдавать этих людей. Это огромный труд надо, огромный объем работы, который один человек не справится. Мы все должны этим заниматься, понимаете? Мы не должны в Польше давать нашим людям. Собраться надо, собраться. Каждый должен подняться, как на войну поднимались. Потому что ситуация в корне изменилась, и будет результат. Не быть не может. Просто юридическими методами мы это можем добиться. Так что давайте, чеченцы, ничего нам не надо бояться. Единственное, чего нам надо бояться, это нашего страха. Все. Ничего, мы не преступники, мы не бандиты. Мы самые настоящие борцы, мы самые настоящие, на законном основании мы стоим. Немецкая полиция нам не враг, французская полиция нам не враг, российская полиция была на территории Чечни нам врагом, оккупационная. И здесь молодые представляют, полиция там, нас как будто мы бандиты уже представляют. Мы не бандиты, мы самые настоящие борцы за свободу, которые имеют, эти люди во всем мире считаются героями. И эти люди имеют право, законное право. Никто не имеет права нас этого права лишить. Потому что все конституции Америки, Европы построены на этом. Понимаете? На законных основаниях мы можем это делать. Надо объединяться, надо собирать. Много умных людей у нас. Я знаю умные люди, которые молчат, сидят. Нельзя молчать. Надо собираться. Так, я перемотаю, ребят, извините, если не прочитал. Так, картинка стоит, говорит кто-то. Как картинка? Видно меня? Слышно меня? Дудаев, город Астан, ты в точности излагаешь мои мысли. Мухаммад Магомедов говорит, почему ты бороду бреешь? Мухаммад Магомедов. Аз дуйцаги, а дуйцаги. Элдя. Уна душу. Так, видно, видно, видно. Нет, не пошутил. На армию 730 миллиардов тратит, говорит. Кто тратит? Так, видно, слышно, отлично. Так, чеченцы должны бороться ради своих детей, чтобы они жили свободными, а не боялись русских.
Хусейн, Аслан, поднимай тему паспортов Украины. Ну, сейчас будем ждать. Зеленский обещал. Будем ждать. Я надеюсь, сейчас будет этот вопрос. Аллаху Акбар. Задонатил. Бисмилля. YouTube дарит искренние пожелания вам. Желаю вам деоккупации. Баркалаб. Спасибо. Да, мула. Тракторист. Асан, если бы мы хотя бы в соцсетях писали примерно чеченцев 1000 всяким западным СМИ и представителям власти, то было бы намного лучше. Конечно. Есть, смотрите, есть СМИ, в которые надо писать. Надо писать не то, что Кадыров, это обязательно надо писать, чтобы не было, что вот там про Кадырова ничего не говорит. Нет, это обязательно надо писать. Но надо писать о своем положении, о геноциде, который над нами пережили. Понимаете? Это все надо писать. Известным блогерам, известным политикам, которые даже на пенсии, и желательно американским, которые есть, сенаторам разным. Сколько человек Джону Маккейну написало писем, кто владеет английским языком, который просто откровенно показывал преступный путинский режим, называл его убийцей, террористом. Сколько человек написало Джону Маккейну? Ни одного. Я, по крайней мере, не знаю. Есть до сих пор сенаторы, там, которые за нас есть. Есть группа помощи чеченцев, Ичкерии, из американцев. Сейчас кто-то умер, кто-то уже состарился, которые есть. Они есть. Есть блогеры известные, американские, европейские. Им можно писать эту проблему. Кто-нибудь откликнется, где-нибудь что-нибудь заикнется. У нас молодые пацаны, которые выступают там в Австрии, выступают там 15 лет, 14, 16 лет, они наш флаг поднимают. Нашим молодым нужен флаг. Или ты должен быть русским, понимаете? Ты русский, российский, или ты ичкерийский, все, другого нет. Или ты гражданин этой страны. Надо везде писать, везде, обо всем говорить. Везде надо, всем доносить надо, выходить на митинги. Сейчас. Так, нас опять... Видно меня, слышно меня? Видно меня, слышно меня? Видно меня, слышно меня? Нас выкинули опять из этого. Как меня видно, как меня слышно? Хазисо, слышно? Слышно. Выкинула просто опять. Видимо, доносим правду, которая людям не нравится. Мы с Айдамином Ибрагимом выйдем на связь и будем готовиться к этому маршу. Мы должны все собраться, все дети. Ну, это, конечно, не для детей, это долго надо будет идти, это будет трудно. Но мы должны вот крикнуть один раз: «Эй, нах, махту убьешь, пукой». Нас не убьют за это. Если нас много будет, никого родственников дома пытать не будут, убивать не будут. Вот этот московский механизм, который запущен ОБСЕ, да, и это тоже благодаря каким-то людям, видите, какой вклад сделали. Огромный вклад. Перестали сейчас пытать людей, убивать, по крайней мере, так открыто. Пытать-то пытали, я знаю, пытают, продолжают пытать. Но сейчас перестали пока убивать, потому что сейчас контроль. Они боятся огласки. Давайте делать эту огласку. Убьют одного, другой должен стать на это. Они не могут нас убивать бесконечно. Они здесь преступники, когда приходят. Надо выйти на митинги. Когда выйдет нас 1000 человек, это увидят. Когда увидят 10 тысяч, когда выйдет 20 тысяч, понимаете? Вайтезия тюшуни. Юс пхаждал декал войли ивичхайна. Когда убили Юсуп Хаджи Тимирханова, вся мужская часть Чечни, Ингушетии, Дагестана, с России приезжали проводить похороны. Когда умер один человек, это герой наш, это один человек. Сейчас вот то, что сейчас делает Саид Амин Ибрагимов, 300 тысяч человек тезия тюшуны. Вот это похороны 300 тысяч.
Мы должны этого добиться. Это очень-очень, это принципиально важно. Важнее нет ничего просто. Ничего нет важнее. 10 тысяч нас придет. Не только чеченцы, украинцы, русские, евреи. Мне вот из Израиля люди обещали прилететь на этот митинг, на этот марш, поддержать нас. Потому что они тоже пережили этот геноцид. Они знают, что такое геноцид. Они до сих пор хранят эту память. И чтобы это не повторилось, не потому что там делать нечего, потому что это надо сохранить, чтобы впредь это не повторилось, чтобы люди видели, что это такое. И мы должны, если из Израиля люди прилетают, мы должны выйти на этот митинг. Украинцы должны нам помочь, грузины должны нам помочь. Весь мир должен нам помочь в этом. И, конечно, никто за нас вперед не пойдет. Мы должны идти впереди, и если нас сзади наши друзья поддержат, большое им спасибо. Понимаете? Мы должны на этот митинг выйти. Так, я перемотаю, извините. Тракторист, я пишу на разных 5 языках, все СМИ и представители власти. Я даже написал министру МВД Германии и сенатору Рубио США, и он известен своей антироссийской позиции. Думаю, каждый должен сделать это. Конечно, нам надо объединяться, нам надо выбрать список американских сенаторов, писать им. Нам надо разные международные институты, выбрать их и писать им. Давайте, ребят, давайте, пишите мне, давайте объединяться. Я просто я физически не успеваю. Честное слово. Я, например, записал в прошлый раз это видео, я эти 2 дня разрезал их. Потом прослушать надо там, при Абдурахмана Автарханова мне вот там перевели. Это надо оплатить все. Карту боев сделали, ее тоже надо оплатить. Ее тоже надо там объяснять надо, где-то там информацию вписывать туда надо. Огромный объем работы. Давайте, ребята, молодежь, кто говорит на разных языках, на английском языке, на других языках, объединяться. Давайте. На местах каждый сам должен делать. Тракторист, когда этот митинг, Аслан? Пока я не знаю, пока Саид Амин еще об этом не объявлял. Мы, конечно, заранее объявим. Так. Мухаммад Расул Керим, ассаламу алейкум, Самаш. Франция, Европе, Кегине, Хуэдар, я поддержки, Юй Хулилич, Бакхирдарти. Ва алейкум салам, да асадо, Мухаммад. Вайдад языка, на сегодняшний день те, кто владеет языками, да, пишите мне, кто не только языки знает, кто знает юриспруденцию, кто знает политологию, да, ко мне выходят ребята на связь, которые учат политологию университета, которые разные. Это очень хорошо, это просто, я не буду сейчас говорить, сколько их много, но я хочу, чтобы их было 1000, чтобы все, кто есть здесь, как собрались в один кулак и начали вести работу. Мы, гражданское общество, мы должны выходить на митинги. Мы на митинге выходить, вот сейчас Саид Амин Ибрагимов объявит, должны там проводить. Под что-то мы должны собраться. Я понимаю, у кого-то нет документов, чтобы перебираться, например, с одной страны в другую. Ты сидишь пока без документов, и тебе нельзя уезжать. Да? Я так сидел какое-то время. Но при всем при этом кто-то может все-таки выбраться. И кто не может выехать, он должен собрать деньги для того, кто может снарядить его, как на войну мы снаряжали. И вот так отправить его. Билет и собираться надо. Пока вайдадиштега надо держаться на контакте. Вот я веду эту деятельность, я согласовываю все действия со своими там друзьями. В Фейсбуке у меня есть. Я с Хусейном Исханом, депутатом нашим, общаюсь, который очень-очень много сделал. Вы потом только узнаете, что этот человек сделал для этого дела. Тут легко его кто-то может там
сказать, будем потихонечку объединяться, писать в разные инстанции, журналистов привлекать, говорить об этом. Но для того, чтобы нас заметили, нас должно быть много. Вот мы должны вот едино собраться и показать, вот мы есть 100 тысяч, давайте соберемся. Хоть как, хоть пешком, вот на этот митинг. Пускай мы все пешим маршем не пойдем. Скажет Саид Амин Ибрагим, это вот тези, это похороны. Мы же на похороны на все ходим. Да, с Чечни, с одного, с Москвы прилетали. Вот точно так же скажет, например, в каком-то городе, в Страсбург это будет, или какой-нибудь другой город это будет. Соберемся. Давайте все, женщины, дети, все туда подтянемся. На машинах, пешком, как угодно. Идти все не будем. Просто соберемся. После этого, кто может, к вечеру все разойдутся. А мужчины, кто сможет несколько дней идти, эти люди продолжат свой пеший марш во главе с Саидамином Ибрагимовым. И потребуем, чтобы привлекли Путина, вот эту всю банду к ответственности. Запустим процесс. Когда этот процесс, только дело у нас лежит в Международном уголовном суде в Гааге. Если это дело будет принято к производству, то все, мы только должны ждать. И приходить и доносить нужную информацию. Вот такая-то информация у нас есть. И тогда этот механизм, огромный механизм, сильнейший, мощный механизм, который запустится, все. Или они должны сказать, Путин не преступник, или они сказать должны, что Путин это был геноцид и преступление. А там вот 100% это геноцид и военные преступления. Преступления против человечности. Это 100% доказано, без сомнения это будет доказано. А дальше посмотрим, дальше будем в гражданское общество. Худадизвай. Ну не будем мы этого делать. Что мы делаем? Россияне мы будем. Кто мы будем тогда? Я не хочу быть россиянином. И не буду никогда больше. Так, я опять перемотал. Михаил Липилин. Аслан, привет тебе из Архангельска, Россия. Привет, Михаил. Привет, Липилин. Окей, Аслан. Ну, ты по-французски пишешь. Я не говорю по-французски. Бумер Сао, давайте собираться в Париже, столице, там бывают журналисты со всего мира. Ну смотри, Бумер, у нас нету такой возможности вот раз собраться. Вот когда Саид Амин позовет, это просто очень важное дело. Это тезет всего нашего народа, 300 тысяч людей. От тезет, да, дизвай. Тезет, тезет, это 300 тысяч тезет. Мы не можем собраться, вот приехать, да, мы финансово ограничены. Да, то, что тут рассказывают, что тут какие-то там социалы и там это делают, это то, что здесь дают социал, я в Москве за день тратил. То, что они за социал здесь дают на месяц, на всю семью. И это очень небольшие здесь возможности передвигаться. Ты можешь только что-то делать. И это я все прекрасно понимаю, в каком положении люди находятся. Мы должны на местах, кто находится, писать, открывать блоги, кто может. Если кто этого не хочет, анонимно действовать. Это тоже очень важно. Писать. Всем сенаторам. Выходите на связь. Я буду говорить, что нам делать, как нам делать. И будем потихонечку заниматься этой деятельностью. И ничего, это не сложно. Все в наших руках. Ситуация в корне изменилась. В корне. Теперь нас слушают. Меня слушают. Не всегда, правда, конечно, как я бы хотел бы, меня не слушать. Но меня слушают. Даже с моим, не зная языка, меня слушают. А есть намного образованные, намного лучше знающие языки мира люди здесь. Просто надо заняться именно этим вопросом. А все, кто этим занимается, ему должны помогать.
И разрешать его бытовые какие-то, родственники там, например, если он этим занимается, бытовые эти вопросы решить. Надо финансово помочь, если это там, ему надо передвигаться, отправить что-то там, купить компьютер, еще что-то сделать. За нас никто это не сделает. А когда мы организуемся, к нам подтянутся и украинцы, и грузины, и евреи, и русские. Все нам будут помогать, потому что мы на правильном пути. Так, Мунтар Качи, Аслан, читая комменты некоторых ичкеристов, которые грозятся очень страшными вещами, вплоть для расчленения, приходишь к выводу, что шило пытаемся поменять на мыло. Нам нужна новая развивающаяся Чечня. Ну, конечно, это такие вещи могут писать или провокаторы, или просто люди, не понимающие, что они говорят. Да? Конечно, мы должны все в рамках закона действовать. Если мы будем действовать в рамках закона, мы можем призывать к этому закону и требовать этого. Это нелегко. Это не как там зашел в город, захватил город, и вот все, победа она. Погиб, не погиб, выиграл. Нет, это сложный, долгий процесс. Он реальный. И без него мы ничего не можем добиться. На сегодняшний день мы сделали все. Мы сделали больше, чем можно было сделать. Валлахи динавай. Тханник далурдочдек, дама динавай. Вайца дина, аста дина, нагам дина. Дадин, балабель, дабоэль дунянчуа. Лучшие умы, лучшие сыны, лучшие дочери, дочеря. И вот это все надо забыть. Я не готов это забыть. Я не готов это простить. Даже если это будет стоить моей маленькой никчемной жизни, я это не готов забыть. Мухаммад Расул Кариму, иншаллах, соберемся. Дал Саадуль, Мухаммад, дал Мулла, соберемся. Просто, если вы поняли бы, как это важно. Мурат Адамов, Аслан, как тебе написать в личку? Мурат Адамов, у меня есть и Инстаграм, у меня есть e-mail, у меня все в описании под этим видео. Ребят, которые могут, давайте собираться, готовые работать на это. Это несложно. Час-два в день это займет. У студентов, в основном ребята студенты, они молодые, активные. Вот час времени, два времени, вечером, после учебы. Не надо все время этому посвящать. Я буду этому все время посвящать. Просто я даю какие-то там задания. Это надо перевести, это надо написать, отправить туда, выбрать это. Сделать это несложно. На местах сами, если не хотите контакт, допустим, кто-то кому-то не доверяет, там боится еще чего-то. На местах выискивайте сенатора, выискивайте там журналистов, пишите о ситуации, берете с нашего сайта там правительства, Чечен Пресс, берете у сайта Мина Ибрагимова уже на нашем сайте, я тоже являюсь, я возглавляю Международную ассоциацию мира и права человека в Германии, немецкое отделение. На нашем сайте там есть, тоже есть информация. Распространяйте, привлекайте, выходите на связь. Давайте сделаем гражданское общество. Вот Украина, посмотрите. Гражданское общество, нормальные институты выбрали человека, который никогда не был никаким президентом. Не знаю, это хорошо или плохо. Народы ошибаются, делают как-то что-то. Но дальше продолжаем жить. Муса Юлой, ассаламу алейкум, Таваш Аслан. Ва алейкум салам, Муса. Так. Беслан Датулага. Во, Аслан. Во, Беслан. Умахан Андийский. Аслан, я думаю, если бы создали единое государство Кавказ, то оно стало бы одним из самых сильных и развитых государств. Но это вопрос не наших дней, к сожалению. Да, конечно, это пока не наши дни. Ассаламу алейкум. Аслан Маш Хильхуа. Имя, фамилия. Ва алейкум салам. Дейресуль.
Сансал. Аслан, видели фильм Дуди Асралини? Нет, я не видел. Не видел. Мушед, Чечен-Пресс заблокирован на территории Российской Федерации. Да, конечно, но его легко можно обходить. Кавказ-центр тоже заблокирован. Обходить это не проблема. Так, Мурат Адамов. Аслан, ты обещал нас учить чеченскому языку. В прошлый раз было маршу и баркала. Не забудь, пожалуйста, в этот раз тоже новые слова. Обязательно напомню. Беслан Датулага. Я не видел, Беслан. Выше номер, то, что я оставил, я не видел. Не оставляй здесь номера, не оставляйте место своего нахождения. За нами это наша безопасность в наших руках. Многие страны прошли юридический путь. Он долгий, но он надежный, говорит Марк. Да, совершенно верно, Марк. Бебет. Ассаламу алейкум, Аслан. Тебе вид на жительство дали немцы? Да, мне дали политическое убежище. Это его сильная цитата. Вчера смотрел это видео за едой. Сказал: Аргно, я писал Маккейну помочь предотвратить депортацию русню нашего беженца в Европе. Он помог. Наш человек вышел на свободу за несколько часов для экстрадиции. Да, ты красавец. Ты молодец просто. Только теперь давай писать еще. Уже, как мы знаем, Маккейн уже умер. Другим людям давайте писать. Они помогут. Надо просить. Никто же не будет за нами бегать, помочь тебе, помочь тебе. Если нам не надо. Мне говорили, ну где вы мне говорили? Я встречался с разными людьми, общался. Ну а где вы? Я говорю, весь чеченский народ в угнетении. Нам очень тяжело, помогите нам. А вы где? А нет нас. И вот когда Юсуп Хаджи Тимирханова хоронили, вот тогда у меня аргумент появился. Вот посмотрите, убийцу Буданова мы как, вот в каком состоянии. И вот тогда некоторые задумались, Юспа, да, Альбертк, Даркой. И показало наше единство. Понимаете? Надо всем писать. Писать, говорить, призывать. Мы не бандиты, мы не преступники. Бандиты, те, кто нас убивают, запомните. Нас убивают бандиты. Самые грязные, самые жестокие, беспощадные убийцы нас убивают. Мы жертвы, мы самые большие жертвы на сегодняшний день в этом мире. Руслан 1477 ночь. Асан, почему мы думали, что у нас вообще есть хоть какой-нибудь шанс победить Россию? Ну, у нас был шанс, и мы победили. Ночеш эту бахкарам бие хунд лил дош ду мэхтон хар саму дош лил шумш дати вашам. Бо ночи антиприколс. Да, да. Степной волк. Аслан, может ли США помочь восстановить Чири? Конечно. Конечно, может. Если мы сделаем так, чтобы у них появилось желание помочь. Ему духаешон. Издать там, а да ты вон, каук дия аль шук цадо. Понимаете? Это у них свои интересы. У Америки свои интересы. У нас свои интересы. Вот и да дишь дух. А суды мует куза. Хайн позитив, негатив. Адвокат лоца, хайун кетч дуа суды ты уйди. Суды объяснять, дуа долго добиваться, дуа отказ дуаун. Юхи новый факт, ведь хит судьян ты уйду, хи адвокат лоца. Ишт бог бу бабиш. Бог бога буэ. Ну и бабиш бу. Я сдаться дадис. Без байсангур. Беждуй дугы мауз вай кард Аллах дейлу оцек. Ца вац иншаллах. Дал мула. Без байсангур. Дела вац.
ويتان داس قادر داس قوم نوجي قامم قادر داس تأشي قو إتقارو ميج نوجي قامم قادر داس زنا داس إمام سون. Мирный человек. Аслан, все же с русскими кавказцами надо объединяться. Совместно легче вернуть власть народу. Мирный человек. Я согласен, но, например, я ездил в Вильнюс, да, с Адамом Дервишем, мы поехали на форум «Свободной России». Там, конечно, были свободные русские, свободные люди, свободные представители российского народа, других национальностей, другие люди. Но я там увидел Гарри Каспарова, который говорил, что мы какие-то радикалы, что там разговаривали о независимости Чечни, там речи не было. Я был просто удивлен. Я такой воодушевленный, такой весь на позитиве, ходил со всеми там, здрасте, как я раз вас всех видел, всем доносил нашу позицию. И Гарри Каспаров сел во главе там этого выступающего и говорит, ну там радикалы, там ловить нечего. Конечно, нечего, когда ничего не делающий человек с бородой сидит и рассказывает там, что вот надо там быстрее там в рай попасть. И вот этот человек дал основание. Я его потом в кулуарах там с Дервишевым, мы его зажали в углу. Говорим, что вы такое говорите? Ну зачем вы так? Это же неправда. Мы нормальное государство. Вы о чем говорите? Вы хотите лишить нас этой возможности? Начал вот так юлить, что-то как-то. У меня есть видео, между прочим, не очень хорошего качества, и не все доснято, но в этот момент я успел заснять. Вот какие русские демократы, русские либералы. Потом этот же форум ставит по правам человека Даниила Константинова, который является русским националистом, русским по факту фашистом, который сидит там в пресс-центре, на независимом пресс-центре на чистых прудах, нет, не на чистых, ну, на Остоженке, который находится. Сидит и рассказывает еще до того, когда он еще попал на форум «Свободной России», он заявляет, что мусульман не ущемляют, только вот свидетелей Иеговы ущемляют. Этот человек в форуме «Свободной России» является по правам человека. С кем с русскими объединяться? Да я с удовольствием, со всеми. С русскими, с папуасами, с кем угодно я готов. Но не с такими же. Это форум свободы. Там реально были настоящие свободные люди. Это даже не обсуждается. Мы подружились, мы нашли очень много общие интересы, много интересов. Мы протянули руку дружбы всем, как представители чеченской демократической общественности Европы. Кто-то принял эту руку, но форум не принял. Мы предложили провести панель, да, тему отдельную, чеченскую. Так вот, представители, этот же Каспаров, например, нам отказал. Мы вышли на сцену, я вышел на сцену вместе с Адамом Дервишем и сказали, давайте проголосуем. Мы же в демократическом обществе находимся, в Вильнюсе, в демократической стране. Давайте проголосуем. Мы проголосовали. Ни одного человека не было против из присутствующих. Но руководство форума, следующий, вот в этот, который был, нас не пустило. Понимаете? Только если за то, что я вышел на сцену, сказали в целях какой-то безопасности. Ну с какими русскими объединяться? Да, там был Илларионов. Да, там приходил туда снимать Сотник. Да, там есть с Питера парни, которые настоящие свободные люди, которые каждый день, чуть ли не каждый день проводят митинги. Но за то, что мы вышли на сцену и по демократическому способу присутствующие проголосовали, большая часть проголосовала за, некоторые воздержались, и никого не было против. Мне, Дервишеву и Аминат Саиевой, министру иностранных дел Чеченской Республики, отказали. Аминат Саиева единственная, она мне это рассказывала, что это единственное место в Литве, дверь, которую ее не пустили.
Она со времен Джохара Дудаева там является нашим представителем. Ну с кем? С удовольствием. Давайте. Только на условиях, что безоговорочно признается независимость Чеченской Республики Ичкерия и признается геноцид, который над нами произошел. Вот с такими русскими мы готовы сотрудничать, а не с Каспаровыми. Так, пойдем дальше. Так, Варшава, салам алейкум, салам, ва алейкум салам. Мирный человек, спасибо за ответ. Извините, если эмоционально. Извините. Мы уже много говорим, в принципе, уже время, уже почти 2 часа с перерывами то, что было. Так, мне кажется, на этой ноте предлагаю закончить наш эфир. Было приятно отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, какую-то пользу вы извлекли. Надеюсь, закрыв эти экраны, вы не забудете все, а начнете делать какую-то важную, полезную для нашего народа работу. Вези вохкдел дал водиевайн. Дейлу оцегвайн вода сагавац. Вайбана шлилдадис. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем до свидания.